Уважаемые и неуважаемые жители сегодняшнего Крыма, граждане Российской Федерации, незаконно переселившиеся в Крым после ее оккупации, а также представители оккупационных властей и обслуживающие их презренные коллаборанты, стукачи и сексоты. Наступает новый 2024 год. Есть все основания полагать, что этот год будет последним годом оккупации. Украина прилагала много усилий для мирного освобождения Крыма. Украина полагалась на здравый смысл кремлевского диктатора, полагала, что он, руководствуясь хотя бы интересами собственной страны, покинет Крым добровольно. Но он предпочел погубить сотни тысяч своих граждан, десятки тысяч своей хваленой военной техники, бомбить города и села Украины и сделать Россию одной из самых презираемых в цивилизованном мире стран. Поэтому альтернативы военному освобождению Крыма больше не осталось. Кремлевский диктатор решил уже пойти на пятый очередной президентский срок. Логика тут понятна. Ведь пока у него в руках сосредоточена власть, ему не грозит, что его ближайшее окружение его арестует и передаст Международному суду. Ведь ордер на арест военного преступника Путина давно уже выписан. Украина приложит все усилия для того, чтобы в ходе боевых действий не пострадали мирные граждане. Но Украина не может нести ответственность за бесчеловечную стратегию российской армии, на стратегию прикрываться мирными гражданами. Поэтому предлагается всем невоенным гражданским лицам держаться подальше от военных объектов, а гражданам Российской Федерации, незаконно въехавшим в Крым, немедленно, не отлагая на потом, пока функционирует Керченский мост, покинуть полуостров. Международное право и справедливость рано или поздно, но обязательно восторжествуют. Поздравляю всех граждан Крыма в Крыму с наступающим Новым годом. До скорой встречи в свободном Крыму.